Таких погружений у водолаза Афанасия Семенова только в 2016-м было более десятка. Он давно мечтал об этой профессии, но смог попасть в Центроспас только 4 года назад. Поиск под водой считается одним из самых сложных этапов работы. Удержать физический груз бывает намного легче, чем психологический. Во время работы присутствуют всегда родственники, у которых горе, и поэтому в этом плане тяжело, чисто психологически. Именно Афанасий чаще всего общается с родными пострадавших. Так было и летом этого года, когда в Ленском районе под воду ушел автомобиль с семьей и маленьким ребенком. Как старший группы спасатель Семенов тогда смог найти контакт со всеми. При этом, отмечают коллеги, он всегда работает без лишней суеты. С ним приятно работать. Вот ты едешь командировкой, и ты уверен, что ты выполнишь работу в лучшем уровне. В составе группы из Якутии Афанасий Семенов участвовал в ликвидации ЧС в Хабаровском крае в 2013 году. Уже тогда молодой человек показал себя высоким профессионалом. Серьезным подспорьем стало медицинское образование. В этом году Афанасий Семенов стал лучшим водолазом Якутии. Нужна очень крепкая психологическая устойчивость. И в этом плане Афанасий хорошо справляется. Ну и помогает и профессиональные навыки медика, и то, что он такой активный товарищ. В службе спасения Якутии сегодня работают 109 спасателей. Порой, рискуя жизнью, они приходят на помощь даже в самые отдаленные районы республики. Благодаря решительным действиям и слаженной работе в этом году было спасено почти 700 человек. Даже в новогодние праздники спасатели ведут круглосуточное дежурство. Неравнодушные к чужой беде, они всегда готовы прийти на помощь. Ведь спасатель – это не просто профессия, это образ жизни. Анна Лебединская, Василий Соловьев, Вести, Якутск.